Все. Да. Самат Хаштовекович, у вас есть вопросы к обращающейся стороне? Можно для уточнения Да. просто один вопрос? А у вас есть право инициировать гражданский иск независимо от уголовного дела? Ну, такое право есть, но в случае, значит, отмены приговора, то потом, значит, будут отменены и те решения, ранее вынесенные. Больше вопросов нет. Спасибо. Нет. Уважаемый судья, пожалуйста, Чинар Аскарбеков. Поясните, пожалуйста, суду. Вы сказали, что Воинов обратился с кассационной жалобой. Сейчас эта жалоба рассматривается в Верховном суде или уже рассмотрена? В данное время, значит, это, значит, кассационная жалоба воинам, они отозвали ее, но еще имеется второй фигурант, Куценко, у которого также получается... Есть такая возможность? Да, есть такая возможность подать, значит, жалобу. И второй вопрос. И Воинов, и Куценко, как из материалов дела видно, они были осуждены по процессуальным соглашениям в особом порядке, да? Да. Все понятно. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что из-за вот этого вот такого неравноправия между сторонами, значит, значит, как в качестве последствия имеет место быть многократное обращение, да, осужденного в любое время, и через 10, и через 5, и так далее, да. В случае того, если вы предоставите, по вашему, значит, мнению, предоставить такое же право, значит, потерпевшей стороне, не кажется ли, что это тоже может повлечь такие же последствия, то есть многократное обращение потерпевшей стороны? Но в любом случае, в данном случае, получается, права потерпевших все-таки ограничены годичным сроком. И все-таки мы считаем, что лучше предоставить одинаковые права, которые бы не были вот такими бесконечными, а определенный срок был бы установлен для обоих сторон. В данном случае тогда бы мы считаем, что права были бы, значит, соблюдены как со стороны осужденного, так и потерпевших. Так, у меня вопрос. Вы считаете, что такое же ограничение в обжаловании приговоров должно касаться и осужденных, да? Да, Суть вашего требования заключается в этом, да? Да, чтобы права в данном случае, по вашему мнению, как вы говорите, потерпевших, они были уравнены с теми же возможностями, которые предоставлены осужденным, да? Да, здесь именно так мы считаем, чтобы все-таки было уравнены права. И именно ввиду того, что в последующем, если вот эта неограниченность времени, по вашему мнению, ведет к тому, что независимо от времени, в любой момент этот судебный акт может быть обжалован со стороны осужденных или осужденного. И что может повлечь, в общем-то, другие последствия, касающиеся других судебных актов, да, как вы говорите, гражданской, которые в гражданском порядке приняты, да. Ну, ваша позиция понятна. Присаживайтесь.